Значит, у нас вопрос такой, значит, содружество России и Турции, почему не союз? Это Фархат Ахметов написал эту концепцию. Дальше идет, значит, концепция Россия-Тюркский мир, это мое, да. И следующая концепция по значимости, значит, славяно-тюркская синергия. Это написал Гейдар Иманов из Петербурга. Вот три по значимости вещи. Вот. Какая из них наиболее подходящая для нас, это очень важно выяснить. Вот кто-то говорит последнее, кто-то говорит первое. Вот давайте тоже это обсудим. Это первый вопрос. Второй вопрос, это вот почему мы татары, тюрко-татарская, значит, Россия. Это не потому, что вот мы татары и так далее, самое главное. Нет, это наша история. То есть во все времена была Великая Тартария. Вот вся идея в том, что мы эту Великую Тартарию вот сейчас хотим как бы воссоздать. И как эта Великая Тартария повлияла на Турцию, мы бы могли спросить вот нашего историка из Турции как раз. Он это тоже знает, да. То есть преемственность или нет преемственности. Тем более сейчас мы достаточно дружно, тюркские народы живут по сравнению с остальными сообществами. Значит, допустим, славянское сообщество это что? Это сплошной раздрай. Да? Остальные там, христианский мир. Опять идут битвы, да? А тюркское сообщество как раз нам более-менее дружно. Ну и у нас идут, значит, раскольные процессы, да? Вот это, значит, конфликты между татарами и башкирами. А сейчас, значит, появилось казахское, значит, это самое, самостийное, значит, казахи утверждают, что они единственные наследники Великой Орды, значит, у них голубая кровь там и так далее, да, вот, то есть, вот это тоже важно разобраться сегодня. Я хотел бы вас поприветствовать от имени Российской академии естественных наук, Татарского центра содействия развитию академической науки. Вот в академии я являюсь вице-президентом, в той организации председателем. Что бы я хотел сказать? Ну, наверное, я коснусь, как говорится, самых крупных проблем, но сделаю экскурс в историю, хотя я не историк. Значит, вся наша история современная, ну, будем говорить, по крайней мере, 2000 лет, это борьба Востока с Западом, причем беспощадная борьба. И первая, как говорится, стычка была такая более серьезная, я не буду затрагивать Александра Македонского, а буду говорить, скажем, о закате Римской империи, это гунны и Западная Европа, Римская империя. Гунны сокрушили Римскую империю, сподвигли германцев, они бы сами по себе не начали разрушать. Это гунны, хан Аттила, который, в общем-то, тоже является уникальной личностью, исторической личностью, которых можно по пальцам пересчитать. Ну, наверное, только Чингисхан и Сталин, других больше нет, наверное. Вот, он сокрушил Римскую империю, историческую эту систему, мы, как ее по прежней классификации называли, рабовладельческой, хотя технологически она, в общем-то, была более развита, чем ранний феодализм. И это была борьба Рима, Запада и Востока. Но сами вы понимаете, во всем конгломерате гунского населения, в общем, гунны, они представляли все-таки основную тюркскую ветвь, от которой пошли татары и другие этносы, в частности, булгары. И вот эта традиция, эта тенденция сохраняется 2000 лет. Это борьба Востока с Западом. Потом прямые наследники вот этой римской цивилизации стали англосаксы. Ну, они представляли разные ветви, но тем не менее всегда шла борьба Востока с Западом. Затем, конечно, было тоже уникальное событие. Тюрки неким образом все-таки объединились, ну, наверное, все-таки под властью Чингисхана, который двинул свою армию на восток. Но это тоже был уникальный поход, уникальное завоевание, потому что тюрки, они никогда не преследовали по национальному признаку и по признаку вероисповедания. В ясе Чингисхана это было категорически запрещено, но вы это прекрасно знаете, каралось даже смертью. И он дошел, в общем-то, будем говорить, до тех мест, ну, примерно туда, докуда Жуков дошел. Там было последнее сражение хана Батыя с объединенной армией Европы, поляки, немцы, там французы. То есть для них это был ужас, так же, как при Аттиле. Ну, скончался верховный хан Монголии, и он вынужден был вернуться на выборы. Вторая стратегическая линия была, ну, Китай тогда существовал, мощная империя, тоже цивилизация.
И он защитил свои тылы, покорил Китай. И, в общем-то, так сказать, тюркское влияние туда, хоть некоторым образом, ну, будем говорить, монголо-тюркское распространилось. В средние века, конечно, были, ну, менее такие значительные, но тоже крупные походы и Тамерлана, и покорение вот Индостана, вот если говорить, Великая Тартария, да, там были эти самые тимуриды, правили Индией, своя была цивилизация. В общем, сформировалась тюркская цивилизация. Но будем говорить о нашей цивилизации. То есть это то, что вы сказали, Великая Тартария, ну, будем говорить, Россия, Российская империя, Великий Советский Союз. Это действительно была крупный конгломерат народов, которые, в общем-то, также следуют этим традициям, хотя тюркские языки заменились русскими, славянскими, но, тем не менее, психология сохранилась, все-таки языки сохранились, религии тоже. В общем-то, тут религиозных войн особенно не было, но единственное только покорение Казани. Там сильно жестоко было покорение, а в остальном период истории не было. Даже если взять Северный Кавказ, где, в общем-то, находились татары, ну, будем говорить, народы, которые диалектно близки к татарам, нагайцы, они управляли этим пространством, и если бы, в общем-то, Суворов действовал помягче, не срезал этот пласт, а это ни много ни мало, 1 миллион человек было истреблено, они были предоставлены сами себе. Ну, естественно, началась неконтролируемая исламизация, они уже разделились по кланам, по национальностям и, в общем-то, получили Великую Кавказскую войну. А еще лет 100, в общем-то, ну, в принципе, был бы такой же процесс, как происходил на Руси, как в Булгарском царстве, вот этот субстрат угро-финский, он вливался в этот тюркоязычный народ. Ну, так же, как в Османской империи, все народы слились в турецкую нацию. Теперь хочу сказать еще о южной части тюркских походов. Возникла Османская империя, тоже Великая империя. И я позволю себе заявить, что если бы не появилась Османская империя, ислам был бы, в общем-то, ничтожно мал, незначителен. Потому что фактически турки спасли исламскую веру. Они покорили все эти исламские страны, какие-то более-менее цивилизованные, все Средиземноморское побережье, Ближний Восток, туда ушли до Йемена, в Аравию, до Судана, ну и туда, в Ирак, почти что в Иран вошли. Создали культуру свою, арабы, в Испании. И вот, когда началась реконкиста в 15 веке, вы можете сравнить ситуацию, где сейчас мусульмане Пиренейского полуострова, которых там было большинство, не осталось. Испанцы, они чернее арабов сами по себе. Но это испанцы, это католики. Вот политика Запада и политика Востока. Но если бы турки не защитили арабов, то их было, ну, позволю себе такую вольность, может быть, я не прав, их бы ожидала участь африканских негров. Потому что уже они пришли в упадок, одичали, вы видите, что такое нынешние арабские государства, какова у них ментальность. И опять же, Первая мировая война, ну так волей судеб получилось, что Турция и Россия на противоположных берегах оказались, но Турция пострадала так же, как и Россия, хотя в разных блоках были. То есть этих арабов отсоединили, создали эти псевдогосударства, которые до сих пор не могут сформироваться как нормальное государство. Единую нацию тоже происходит у нас после разрушения Советского Союза. Украина, Беларусь, в общем-то, ну сейчас отдели, скажем, какую-нибудь область, еще более зловредной будет, чем Украина по отношению к России. Да. Самостийность — это просто тщеславие какой-то местной элиты, даже не элиты, а просто какой-то местной шайки, которая пришла к власти. Так или иначе, тюркский мир был связан с Россией, ну, по крайней мере, северная часть. И опять же, эта тенденция продолжалась. Ну, возьмем войну с Наполеоном. Опять же, Россия разгромила, покорила Европу, разгромила Наполеона. Но не осталось там, ушла. Потом они потихоньку объединились, бывшие враги, выставили себя в Крымской войне. Первая мировая война, вторая особенно. И опять такой же поход. Все мы шли вместе. Россияне, тюркоязычные, представители всех наших братских республик, все проявили себя на фронте. Мы воевали как единый народ. Мы представляли в советские времена уже практически сформировавшуюся новую цивилизацию советского человека. И сейчас в глобальном мире, ну, в общем-то, идет размывание национальных границ, происходит стирание языков, уничтожение этносов, потому что очень сильная миграция.
миграция такова, что люди, попадая в ту среду, за исключением арабов, но это особый случай, и африканцев, они, в общем-то, растворяются все больше и больше. Это можно сказать и про наших азербайджанских друзей, которые и на Западе, и в России потихоньку растворяются. А татары, что сказать, сам Бог велел, в общем-то, ну, скажу вам правду. Вот, по моему мнению, писать и читать по-татарски умеют 10%. Wow. Я думаю, да. Нет, прочитать он прочитает по кириллице, но грамотно не напишет, поймет. Говорят, наверное, 50% с разной степенью качества. Это так. Просто говорят, что мы татары. Хотя, так, если судить, в общем-то, наверное, 50 миллионов татар. Это в первом-втором поколении, которые имеют, в общем-то, родители, одного из родителей татарина. Есть, конечно, случаи, когда они пишутся русскими, говорят по-татарски. Такие есть. Но очень мало. Вот академик Гринберг, Институт экономики. Вот еврей с татарина, ну, вроде как татарин. Поэтому это вот такой случай. Вот эта глобализация, она, в общем-то, бурным цветом, так сказать, расцвела после печального события, трагедии, мировой трагедии, это развала Советского Союза. И он развалился, в общем-то, не потому, что там нефть или звездные войны. Это было большое истребление кадров. Мы говорим, что в 30-е годы истребляли кадры. Да, сажали, расстреливали военачальников. Но сколько их было? И во время войны, и после войны, и как мы интенсивно развивались. И все это было. И что произошло? Ну, Гитлер вот разрушил за 3 года огромное количество предприятий, городов. И примерно, ну, может быть, года на 2 больше затратили. Разрушили те же самые предприятия, вновь построенные, они не существуют. Что такое Москва? Большой город. Ну, такая городская агломерация 20-миллионная. Вот я недавно узнал, мне в Госдуме сказали, эту мысль высказал, а мне сказали, что да, Москва по валовому продукту 2,4% в России. Хотя 10% населения, не 10, а почти 20, 15%. Вот как вы это представить можете сопоставить? И то, наверное, это промышленность для удовлетворения, чтобы система жизнеобеспечения того населения, которое живет в Москве. Я так думаю. То есть нет оборонных предприятий. Многие оборонные предприятия сейчас сливаются в работу в объединении «Квант», который делал все возобновляемые источники тока, солнечные батареи, топливные элементы. Все сейчас говорят. Это было 30 лет назад, и мы были впереди планеты всей. Сейчас делают 700 квадратных метров панелей для космоса. Это в сарае можно сделать. Они должны десятки миллионов квадратных метров делать. «Квант» был ведущей фирмой по солнечным батареям, а сейчас какой-то филиал сибирского предприятия в Роскосмосе. Вот. И сливаются с объединением Хруничев, где-то хотят в филях там их все собрать, как на одну помойку, в общем, а там большое градостроительство. То есть делать эти человейники, эти ульи, где там будут люди как личинки сидеть, а вот гастарбайтеры восточные будут разводить еду. Вот что делает Москва? Вот теперь я, так сказать, вернусь к языкам. Как это ни странно, языки лучше сохранялись в советское время. Ну, тогда и национальные школы были, и все как-то это было принято. Но самый главный фактор, который еще сильнее разрушает, это миграция населения. То есть люди выучиваются, получают хорошее образование, в той же Казани, шикарные вузы, а потом оттуда уезжают. Те, которые попроще, из деревень приезжают в Казань, и процесс идет постоянно. То есть вся элита вымывается, то есть идет маргинализация в среднем, так сказать, носителей языка. Вот это тоже очень страшный такой эпизод. Вы помните, какие были банкноты в Советском Союзе на 15 языках? Наверное, сделали большую ошибку. Ну, вы знаете, был такой известный деятель политический, ну, отчасти научный, Мирсаид Султангалеев, который был, в общем, родоначальник такого нормального светского пантюркизма, советского пантюркизма. Но он, конечно, был репрессирован, хотя на раннем этапе был в прекрасных отношениях со Сталином. И это, наверное, было бы хорошо, потому что, имея вес, как бы позиционируя Россию не как русское государство, а как, скажем, тюрко-славянское государство, у нас бы позиций было больше. По крайней мере, уже все эти западные страны бы себя на Востоке, и на Ближнем, и на Дальнем не очень себя уверенно чувствовали бы. И, в общем-то, и представители татарской дипломатии очень много сделали в становлении той же Саудовской Аравии, там и в Турции, так сказать, были, там вчера, то есть много было таких людей. Вот. Но сейчас ситуация такова, что, ну, да,
Мы все друг другу симпатизируем. Но этого не скажешь о молодом поколении и о маргинальном населении. Потому что, ну вот отчасти они уже начинают вызывать некоторое раздражение, как и на Западе. То есть, с одной стороны, они себя как народ дискредитируют, но с другой стороны, в общем-то, процесс совершенно такой ненужный. Вот когда мы были едины, и, наверное, вот это бы и обеспечило нас. Все-таки нужно обеспечивать людей, как говорится, с трудом, работая на месте и не разлагать местное население, которое вообще не работает, тоже ничего не хочет делать. Ну, это такой социальный вопрос, но он очень серьезный. Нация размывается, то есть глобализация это, значит, говорить о дружбе, ну, наверное, не очень дружны наши республики, особенно в Средней Азии, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, в общем, даже до каких-то небольших военных стычек доходят, делят воду, там делят ресурсы. Что потерял Советский Союз, та же Россия, потерял, ну, наверное, половину золота, если не больше, потерял газ, большие количества, потерял уран, полиметаллы и все, и все. Ну, не буду называть республики, но там постоянно происходят перевороты какие-то бандитские, какие-то разборки, но это тоже несерьезно. Это, в общем-то, ну, выглядит со стороны как псевдогосударство. В Таджикистане то же самое, бандитские кланы какие-то. Вот до чего, так сказать, довели то, что 200-300 лет потом и кровью, да, не всегда мирно, но все это обеспечивали, а в советское время ставили на ноги, это все, как говорится, идет прахом, и главное, никто об этом не вспоминает. Но сейчас более страшная ситуация, вы уже знаете, что, в общем, нужно, не нужно, так сказать, ты виноват в тем, что хочется мне кушать. Вот отношение к России примерно такое же, что со всех сторон, в общем, нас как бы обхватывают где только можно. И, ну, вполне вероятен конфликт, и тут надо, в общем-то, определяться. Может быть, это и послужит сигналом к объединению, потому что здесь уже определяться будут, либо, как говорится, договариваться по-мирному, либо, как говорится, как поступили с Ираном в 1941 году. Наверное, так оно может и произойти. Поэтому лучше сразу договориться, как в Белоруссии, со всеми. Есть, конечно, и в политике России свои перегибы, вот в плане вот языковой политики здесь тоже, в общем-то, язык исчезает. Но с другой стороны, ну, как вам сказать, вот очень мало мы занимаемся молодежью. Чего не скажешь, скажем, о том же советском периоде. А в результате, даже отбросив какие-то проблемы, даже общечеловеческие проблемы становятся совершенно иными. То есть молодежь становится уже как бы непонимаемой, и нас не понимает, и даже скоро начнет просто отрицать. Ну, народ, который не имеет своих корней, истоков, он, в общем-то, не имеет будущего. Это конец. Вот сейчас вот такой большой цивилизационный кризис. Да, есть центр цивилизации, вот англосаксонский, европейский, непонятно какой, но тоже туда тяготеет. Есть индийский, там китайский, ну я не буду говорить, что африканский, арабский. Поэтому, ну, наверное, центр напрашивается, потому что сама по себе тюркская цивилизация, она есть, она разрозненная, разобщенная, мультиконфессиональная, но она как бы не такая сильная. Есть, как говорится, российская. Но мне кажется, что русские уже перестали быть славянами в прямом понимании, потому что они генетически уже, то есть не так уж много содержат славянской крови. И понимания со славянами у русских нет уже, я бы сказал, уже с 13 века. Ну, потому что слишком с нами породнились. Ну, наверное, мы от них нахватались, и они от нас особенно. Поэтому так оно и произошло. Ну, не только с татарской, там и кипчаки были, и ваши предки, там и казаки были, и киргизы были, и кого только там не было, да. Поэтому вот, наверное, вот такая консолидация, ну, дай Бог, чтобы так получилось, а если бы мы консолидировались, как говорится, в преддверии этого конфликта с этим пониманием, ну, это бы способствовало и нашему единению, и нашему укреплению, и, как говорится, пониманию во всем. Ну, вот, как-то вот, я не знаю как, но, в общем-то, время довольно тревожное. Есть, конечно, понятие, скажем, ну, Турции, тоже так, как бы будем говорить, два центра, один будем говорить русскоязычный, другой тюркоязычный, турецкий, но здесь, в общем, надо как-то объединиться и договориться серьезно, не так, как, скажем, Рузвельт со Сталиным. Ну, Рузвельт со Сталиным еще ничего, ну, по крайней мере, по-нормальному. Ну, вот так примерно, что я хотел сказать. А все-таки вопрос сотрудничества России с Турцией, с организацией Турции. Безусловно. Да, я забыл как вы сказать. считаете, это стратегическое направление? Да, я или забыл это сказать. так просто? Конечно, надо России со всеми, с приграничными государствами, но это прежде всего Турция, Иран,
Ну, безусловно, Монголия, потому что монголосферу надо, так сказать, с тюркской объединять, иначе они тоже не выживут. И вот все эти ближайшие страны, ну, их надо как-то вводить в свой оборот, может быть, Афганистан, там есть Китай, ну, я там... Ну, это далекая С перспектива. Китаем Вот я не в говорю. ближайшее время. Я говорю, вот Турция, Иран, Россия, Монголия. Ну, Монголия, ладно, она там. Это наш. Это наше. С турками надо договариваться. Я уж не знаю, как мы договоримся, потому что у нас два правителя, оба они с характером, так сказать. Ну, тем не менее, потому что ни тому, ни другому ничего хорошего не светит. Флот американский в Черном море, там нам тоже, знаете, не радость большая. Вот. И вот, Вы еще должны учитывать, сколько у нас внутри сидит врагов. Это будет, в общем, да, такая бендеровщина будет, что мало не покажется. Это будут цветочки. Спасибо за приглашение, мне очень приятно выступить перед вами. Ну, я один из тех специалистов, которые занимаются в Турции и нашим регионом, так сказать, я не буду отделять. То есть и Турция, и Евразийским регионом, проблемами общетюркского характера, российско-турецким отношениям. Кстати, очень много сделал для улучшения отношений во время этого самолетного кризиса. Во-первых, надо сказать, что на современном этапе между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, хотя неплохие отношения, но очень много конфликтности в отношениях. К сожалению, и Турция, и Российская Федерация исходят из прошлого холодной войны. То есть пока и политиков турецких, и российских политиков как-то остаются вот инстинкты холодной войны и недоверие друг к другу очень сильные. Хотя надо отметить, что Турецкая Республика много сделала для того, чтобы это недоверие не было. Во-первых, начиная с Голубого потока. Впервые против возражения американцев Турция все-таки договорилась и добилась создания этого Голубого потока через Черное море. Это был очень серьезный прорыв в 1997 году в наших отношениях. Кроме того, в экономическом смысле, особенно в энергетических вопросах, Турция показала, что она доверяет России много и не боится, что Россия будет использовать этот энергетический фактор в двухсторонних отношениях. Надо сказать, что на сегодняшний этап даже, пандемический период я не знаю, сами понимаете, это очень сложно что-то сказать, снижается, увеличивается. Но до пандемии Турция где-то после Германии самым был крупным покупателем российской сырьевой энергетики, так? И это где-то получалось для национального бюджета где-то 70%, около 70%. Это высокий показатель, когда европейцы считают, что зависимость одного государства от одной страны в энергетическом смысле это около 33%. Так что Турция показала, что доверяет. Даже период, самый сложный период, когда случился кризис между нашим государством, когда Турция вынуждена была сбить российский бомбардировщик. Но хочу отметить, что сначала Турция просто отметила, что сбила бомбардировщик российского производства, но потом, дальше, после того, как Россия сказала, что это наш бомбардировщик, выяснилось, что это принадлежит все-таки самолету России. Но это был очень серьезный кризис, хотя я, выступая и говоря, доказал, что все-таки самолет пересек турецкую границу, а это не туристический самолет, а тяжелый бомбардировщик Су-24М, модернизированный, который состоит и в вооруженных силах Сирийской Арабской Республики, то есть они тоже используют. Здесь какие факторы были? Объясню, чтобы всем было понятно. Во-первых, до этого турецкая сторона, когда со сирийской стороны сбили наш учебный самолет F-400, учебный самолет без вооружения, Турция изменила, как скажем, структуру граничного воздушного пространства. 30 миль подлетает, предупреждает, поэтому турецкая сторона говорила, что я 10 раз предупредил, а 5 миль уже сбивает. И до этого Турция сбила и сирийские вертолеты тоже. Но процесс был с самого начала очень сложный, когда Россия начала, вот российские военные начали бомбить Туркмен-Даğı, так называется, где проживают этнические туркмены, которые очень близки к Турции и так далее. Это вызвало негодование в турецком обществе. И политики, и армия, руководство армии оказались в очень сложной ситуации.
Турция не раз предупреждала это, российская сторона увидела, что создает все условия, даже прямая связь создалась между нашими Министерством обороны. Я это прекрасно знаю, что сам во многом участвовал, что больше этого не будет. Потом, после этого, насколько я помню, 17 ноября, как раз вот этот месяц, так скажем, Турция сбила беспилотник российского производства. После этого было принято Советом национальности, после этого будут сбивать все, что появится над воздушным пространством Турции. И, естественно, 24-го вот таким образом оказалось. Может быть, если пилот сказал, что он российский пилот или звуковой какой-то значение дал бы, не было инцидента. К сожалению, когда самолеты российской военно-вооруженных сил или военно-космических сил, как сейчас называют Россию, поднимается в воздух с территории Сирии, они отключают свою национальную принадлежность, сигнал национальной принадлежности. Чтобы натовские радары не смогли выследить, куда летит, каким образом летит. Естественно, для Турции это не имеет значения, потому что турецкие сразу F-16, как там самолет поднимается, они преследуют автоматически этот самолет. 2 самолета было, один развернулся, второй просто не отвечал на позывные, нет было позывных, даже показательных сигналов и так далее. Вот такой инцидент получился. Сразу же турецкая сторона попыталась сказать, что это не инцидент, но почему-то обострение пошло. Мы предлагали создать совместную комиссию, даже предлагали, выступая по телевидению, писали, и, честно говоря, турецкое руководство поддерживало меня в моих этих выступлениях, идеях. Я предложил посредничество господина Назарбаева, который опытный аксакалом считается в Турции, который имеет хорошие связи с Российской Федерацией и так далее. Предложил даже посредничество президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева, или совместный их, если не доверяют президенту друг другу, и даже, может быть, создать совместную комиссию непосредственно из специалистов, ну, объективных, не касающихся наших обеих сторон. Но, видите, не пошли на это, российская не пошла, и сразу закрыла границы, отменила визовый режим и так далее и тому подобное. До сих пор, к сожалению, вот остатки этого кризиса существуют. Кроме того, между нами торговый оборот упал серьезно. Но не очень серьезно, но серьезное недоверие появилось. Против того, что Россия сделала, Турция в основном не отменила, ни безвизовый режим не ввела, ничего не ввела. Тогда с нами тоже посоветовались в министерстве, не только со мной, со специалистом, которым занимаемся этим регионом. Но я тоже предложил, что это нельзя ввести, это политическая, так скажем, политическая проблема, это нас, просто граждан не должно никак оказывать влияние, поэтому тогда турецкая сторона не пошла на это. Все шаги были Турции, были только ответом на то, если российская сторона что-то ввела. Никаких санкций против экономических, против России и так далее не было. Это можно было видеть и во время крымского кризиса. То же самое. Россия, кризис появился, это невыгодно было турецкой стороне. Почему? Потому что Турция долгие годы в Черноморском регионе пытался создать балансированность России и соседним государством, политику, куда не могли войти даже натовские союзники Турции. Эта балансированная политика Турции ушла в небытие, кризисная ситуация есть. Естественно, НАТО, в частности американцы, сразу заинтересовались этим регионом. Турция, как член НАТО, вынуждена поддержать союзников, но одновременно, не хотя, чтобы они присутствовали там, серьезно взялась за соглашение Монтрео. Это было и в грузинском кризисе. Турция, опять же, несмотря на то, что Россия и Грузия воевали, Турция, опять же, придерживалась этого Монтрео, американские корабли просто так не могли войти. То есть Турция всячески что-то делает для того, чтобы регионы была определенная стабильность, чтобы отношения не ухудшались. Кроме крымской кризиса, еще раз скажу, американцы, европейцы и некоторые другие страны, там, в частности Япония и Корея, тоже, да, ну, Южная, естественно, Корея, включились в санкции против России. Турция, исходя из международных законов, признает Крым за Украиной, и от этого не отказывалась и не лавирует это.
открыто говорит на президентском уровне, на любых уровнях, никогда не скрывает, но при этом, сказав это, не включаются никакие санкции против России. И не позволил этого никому. Продолжала свое сотрудничество. Даже пыталась как-то помочь наладить отношения между Украиной, между Россией. Теперь что мы видим? Видим, что до 2014 года, до кризисной ситуации, наш торговый оборот был 32 миллиардов долларов. Из них только 5,5 миллиардов на долю попадало в долю Турции. Остальное 27,5 доли Российской Федерации. То есть Россия здесь тоже имеет огромное преимущество. В основном энергетический ресурс. Но несмотря на это, Турция своевременно все оплачивает вовремя, как хороший клиент. Хочу напомнить и турецкий поток, когда это южный поток был против Турции. Буквально должно было проходить через, то есть 5 километров от границы Турецкой Республики. Но, видите, болгары под давлением ЕС отказались, они же считались классическими союзниками. Славяне. Да, классическими союзниками России и так далее. Россия славяна, даже не только славяна, славяно-православный союз. Да, конечно, и Греция тоже считается таким образом. Вот тогда такой, видите, конъюнктурой политика ЕС, они, болгары, отказались, а Турция наоборот. Турция до этого говорила, что давайте вместо этого проводите через мою территорию. Но российская сторона только после кризиса, после вынужденного кризиса обратилась в Турцию. Естественно, Турция, надо понять, что Турция тоже все понимает, видит. Когда увидела, что Россия не только перешла к тематике, так скажем, энергетического направления, исходя из кризиса в Болгарии, она сказала, что, дорогой, это для тебя носит геополитический характер, а для меня только экономический. Поэтому тот проект, который Россия предлагала, она не прошла то, что предложила Турция. Но на данном этапе этот поток работает, действует, и Турция, поддерживая Россию, создала условия, что через этот трубопровод сейчас газ попадет в Венгрию, опять же, союзника Турции, а не России. Что мы видим? Еще раз повторю, мы видим, что особенно на российской прессе, очень массируется антитурецкое настроение. Я хочу обратить внимание, что турцы прекрасно видят, слышат, но иногда закрывают глаза. Но мы не играем в трех обезьян, да? Кто-то что-то видит, слышит, но пока не говорит. Российско-турецкие отношения за последние 100 лет не переживали никаких военных столкновений. То, что было в имперских периодах, но оставим это позади, до империи уже закончились. Даже Россия смогла пережить Советский Союз, который тоже развалился. Сейчас существует Российская Федерация со своими современными проблемами, границами, условиями. Только объединившие эти государства в Евразийском регионе, два крупных государства Евразийского региона, объединив свои возможности, создают условия благоприятные. Мы это видели в Сирии, мы это видели в Азербайджане, Карабахе. Хотя конфликтность продолжается, сложность продолжается. Это, опять же, различные подходы, различные взгляды. Теперь что нам нужно? Во-первых, Турция, я не хочу преувеличить, но Турция, президент Эрдоган с Россией в хороших ладах, с президентом. Но почему-то Россия, вот любые вопросы российской прессы и телевидения о том, экономический кризис, насколько содействует тому, что Эрдоган уйдет в отставку. Или эти какие-то маленькие митинги, что это даст, чтобы Эрдоган ушел в отставку. Что сделать нужно Эрдогану? Что думает, что Эрдоган уйдет, придет проамериканский или какой-то другой политик, отношения российско-турецкого улучшатся, наоборот, еще ухудшится. Сейчас Турция является как бы окном России в Европу и в мир. Для Турции, вот я объясняю, открыто говорю, территориальная целостность соседних государств – это приоритет. И я хочу отметить еще раз, тем более снимаем здесь, чтобы все слышали и знали. Турция не хочет развала Российской Федерации, не хочет развала Украины. Почему это выгодные соседи? Чем больше стабильности, тем больше сотрудничества. Турция прекрасно знает, опыт есть от развала Советского Союза, насколько пострадала ее экономика. Или то, что происходит в Ираке или в Сирии.
Турция даже не хочет развала Ирана, тем более, зная, что там этнически близкие азербайджанцы живут, у них проблемы и так далее. Так что Турция, еще раз повторяю, с Россией нужно наладить отношения. Вот идея встречи президентов двух стран, это конкретно моя идея. Почему? Потому что в Турции, ну, как это можно решить? Два президента сидят и решают проблемы. Это не понимает, потому что Турция выборное государство. Хотя Эрдоган долго сидит, но все равно он благодаря выборам там, если ему откажут, он там не сядет. И сейчас кризис, расшатнулся его немножко кресло, но пытается он тоже что-то делать. Поэтому вот пригласили, что непосредственно встречайтесь, на высшем уровне договаривайтесь и так далее. Вот еще хочу напомнить всем нам, нашим друзьям и здесь, и везде. Турция купила у С-400, несмотря на то, что натовское государство России. Американцы не продавали, китайское не взяла, российское производство взяла. Турция предлагала России дальнейшее сотрудничество в этой области. К сожалению, Россия в этом тоже отказалась. Только продажи, и все, нет сотрудничества. А продажи это только бизнес. А для того, чтобы углубилось сотрудничество, оно должно или совместное производство, или совместная какая-то деятельность, или продажа в третьи страны. То есть как-то нужно развить. Но, несмотря на то, что купила, Турция выдержала санкции Америки против этого. Устояла на своем, сказала, какая разница, я Россию сотрудничаю, это мое дело. И буду покупать. Санкции ввели против Турции из-за России. Ввели. Продолжаются эти санкции? Продолжаются. При Трампе ввели, Байден открыто сказал, что мы должны убрать с власти нынешнего президента. Турция громко заявила, что мы купим еще. Очень сильная критика Эрдогана. Зачем ты это делаешь? И так санкции есть. Договоренность выше, дороже денег. Или дороже санкций. Вот так, если можно так выразиться. Продолжает. В первую очередь, я считаю, что это проблема психологического характера. Политика психологического характера. То есть, здесь атавизм холодной войны, и там тоже есть. Я считаю, что Турция неоднородная такая. Раз Эрдоган у власти, все турцы так думают. Ничего подобного. Оппозиционно-народно-республиканская партия думает иначе. То есть, если они придут к власти, с Россией отношения как будут, мне сказать очень сложно. Скорее всего, они будут действовать ближе к американской политике. Почему? Они так считают необходимым. А есть у них шансы? Всегда есть. Всегда есть. У любых партий есть всегда шанс. И за бортом оказаться, и в парламенте, и президентом быть, и так далее. То есть, сейчас президентская система правления, еще одну вещь я скажу, что выборы уже не в парламент имеют значение, а имеет президента. А коалиция оппозиционная, если придет, выберет своего кандидата, значит, их политика в основном будет действовать, несмотря на коалицию. Почему самая большая партия в оппозиции – Народно-республиканская партия? Я не говорю, что они так поведут себя. Этой гарантии нету. Почему? Потому что есть национальные интересы, они выше, так скажем, корпоративных интересов. Ну, всякое может быть. Ну, я еще раз говорю, я не понимаю российских политиков, честно говоря. Не могу понять. Для меня они сложные, очень сложные. Да, я понимаю, что есть государственные интересы и так далее, но есть и национальные интересы, которые выше иногда той политики, которую предлагают политики страны. Надо как-то доказать. И тем более, я часто говорю, в дипломатической академии, в других местах, и некоторые уже соглашаются, даже повторяют, что мы должны, два евразийских, крупных евразийских государства, вот Эрдоган, кстати, я тоже сегодня, что выступление говорил, Сочи, что сказал? Ситуация в Сирии зависит от взаимоотношений Турции и России. Я до этого раньше даже сказал, что то есть ситуация в евразийском регионе зависит от отношений России и Турции, а не Китая и России. Вообще, в любом турецкой политике, прежде всего, был учет интересов России в регионе. Сейчас Турция пошла немножко иному. Конечно, учитывает интересы России тоже, но уже национальные турецкие интересы превыше всего. Вот один пример, и я закончу турецко-российские отношения, потом перейдем к другим отношениям турецким. Когда создавалась Совет
туркоязычных государств. Турция там учла интересы России. Почему? Потому что туркоязычные турецкой литературы нет. Есть тюркский народ. Все. И тюркский не меняется там тюрк или турок, одно и то же пишется в турецкой литературе одним словом. Поэтому Турция, вот, к примеру, пошла немножко там учла интересы России, чтобы Россия не почувствовала, что Турция ведет здесь антироссийскую политику, агрессивную и так далее и тому подобное. Недавно это союз там, или совет превратился в организацию тюркских государств. Это что идет, о чем идет говорить? Турция уже говорит, что да, я вытерпел твое влияние, но теперь, дорогой мой, я исхожу из собственных интересов Российской Федерации. Нравится тебе, это не нравится. Сразу пошел скандал. Обыкновенную тюркского мира карту передали. Все, Турция требует у России все, что в России не существует тюркского народа. Они не создали этот союз вместе. Эта федерация не общность тюрко-славянской или других национальностей. Тюрки, проживающие на территории Российской Федерации, полноправные, полноценные, несмотря на численность их и так далее. Каждый имеет свою территорию, когда они присоединились к России и так далее и тому подобное. В 90-х годах было определенное расслабление. Каждая республика начала иметь свои суверенные права. Получила. Разве не так? Так. Турция разве поддерживает где-то здесь сепаратический настрой? Нет. Кроме того, исходя из карты, что требует Турция территории от России, опять же смешно, в том смысле, что члены организации Тюркского союза, такие как Казахстан, как Киргизия, входят и ОДКБ, входит и Евразийский экономический союз. То есть это даже наоборот, это дает возможность как-то объединить усилия и организацию тюркских государств, а организацию Евразийского экономического союза. Почему? Потому что как специалист я вижу, что Евразийский экономический союз просто стоит на месте, не развивается. Вот то рекламные ролики, которые говорили о том, что это альтернатива ЕС, все, на самом деле не оправдывается. Может, общими усилиями, объединяя вот это совместная деятельность, организация тюркских государств, организация Евразийского экономического совета. Это выгодно Российской Федерации. Почему? Потому что Россия, вот конкретно в Центральной Азии, потеряла контроль над Китаем. Его антитурецкая, антизападная политика, меня западная интересует, она права может быть, но антитурецкая политика вела к тому, что там оказался Китай, который гораздо экономически сильнее, и в политическом смысле гораздо сильнее. Уже американцы с Китаем наравне начинают разговаривать, они с Россией. Имея в руках только атомные бомбы, сегодня невозможно добиваться гегемонии в мире. То есть мы должны сесть, прекрасно понять друг другу, что с нынешней мировой ситуацией, мировой геополитической ситуацией, вот ситуация такова, что в ближайшее будущее ни Россию, ни Турцию не ожидает ничего хорошего в одиночку. Надо объединить усилия. Поэтому я предлагал, что наши двухсторонние отношения не должны устраиваться под влиянием третьих государств. Мы должны самостоятельно сами решить, как действовать раньше. Проблем много, немало. Но у нас есть возможность из конкуренции создать в нашем регионе кооперацию. Вот это мое высказывание. Вот у нас контакты между турецкими общественными организациями и с нашими как-то не ограничены. Из Турции в России обучаются студенты и так далее. Турция старается узнать Россию изнутри. А в Турции, к сожалению, не обучается. Очень мало студентов. Но я хочу в целом говорить. То есть Татарстаном хороший, с Башкортостаном не очень. Из-за внутренних проблем. Вот это тоже существует. Так что я думаю, что здесь серьезные организации должны найти выход серьезным организациям Турции. А для этого нужно знать, кто есть кто. В Турции в основном сильная организация проевропейская, прозападная.
или американского направления. Почему? Там есть финансы, там есть деньги, там слаженная структура, прекрасно друг друга знают. Американцы знают, кто их слово где, как скажет, каким образом скажет. Вот так и существует. А турецко-российских отношений нет. Ну, у нас то же самое Да. с американцами. Да. Да, конечно, американцы работают. Это исторические связи, вот скажем, вот российских тюрок и Турции. Вот как вот у нас, история у нас есть общая. Давайте я подход вам скажу, что Турция считает, что все тюркские народы, они едины. То есть тюркский народ есть. И существует крымских татар, например, нету, казанских татар нет. Да, само название признается, что крымские татары, казанские татары, да, казахстанские, да, на официальном уровне. Казахстанские турки, азербайджанские турки, это официальном уровне. Но чисто в культурологическом смысле все турки едины. То есть разговаривают на различных диалектах. Турецкий, Азери, Казахстан, Турция. Азери это выдуманное сейчас слово. Я имею Казан официальное. турклары, Крым турклары. Ага. Азербайджан турклары официально бы сказал. А Азери сейчас пресса все любит. Коротко же. Мы же не любим лентяи народа длинно говорить Азербайджан. Хотя и то 3 слога, и это 3 слога. Азербайджан и Азери 3 слога. Просто сокращенно кажется. Да, 5-3-4 буквы урвали, все, мы выиграли. Это тоже чисто психологически. Почему? Потому что долгое время в Турции считались вот, государство, так официальная версия какого, кто турки, в основном проживающие на территории Турецкой Республики. А за пределом кто проживает? В Сирии туркмены, в Ираке туркмены, то есть здесь азери, там это крымские. Хотя какие крымские татары, если они в одном государстве 500 лет жили? Татары это русские, которые дают, в общем, когда видят турков прежде всего. Почему? Потому что они увидели татаров, и когда начали идти в Кавказ, появились... Европа, и вся Европа так думала. Когда арабы сказали туркам, что вот мы возьмем у вас ислам и Коран, да? Что у вас останется? Известный турецкий просветитель, как Ахмед Агаулы, азербайджанского, кстати, происхождения, Турция для много сделал, который зато сказал, что у нас останется достоинство распространения ислама и сохранения его. Современный мир такой. Сейчас российский я смотрю международные отношения литературы. Там немножко, когда речь идет о национальных государствах, они немножко глажено так и так. Современный мир, начиная с Великой Французской революции, уже перешло не конкретно национальным государствам. Этот процесс уже идет и в Ближнем Востоке, и в других регионах тоже. То есть, опять же, мир разделится на определенные национальные, да, как в Европе. Потом мы будем объединяться заново, крупные государства, чтобы спасти друг друга. Почему? Потому что отдельные государства в таких пандемиях не выдерживают, не выживают. Ну и потом, естественно, наше национальное, тюркское национальное самосознание имеет конкретную историческую общность. Она сохраняется. Как бы время ни прошло, как-то других государств не оказались, она существует, это реальность. Но другая реальность то, что в современном мире международные отношения или межгосударственные отношения совсем другие. И нам прежде всего для того, чтобы объединить усилия, еще надо хорошо знать международные законы, международные нормы, чтобы противостоять именно тем государствам, которые, используя эти законы, хотят управлять нами. Вот это самое важное и самое главное. Спасибо. Я думаю, что ответил я на ваши вопросы. В штабе татар я очень рад оказаться в очередной раз, потому что здесь происходит очень много встреч, и не просто встреч, а большая полезная работа, и я доволен итогами сегодняшней встречи с политологом, нашим братом из Турции. И я считаю, что мы должны взаимно двигаться друг другу навстречу, потому что наши страны, и Россия, и Турция, взаимно нуждаются в друг друге в современном международном мире. У нас есть очень много общего, я уже сказал, у нас общие корни государственности наших народов, и мы не чужие друг другу исторически. Вот на просторах нашего континента нужно работать. И согласен с тем, что у нас и
экономические, и социальные, и туристические отношения во всех отношениях хорошо развиваются, но мы не дорабатываем в области культурно-просветительской. В этом отношении надо работать. И в СМИ очень сильно не дорабатываем. Потому что надо знакомить в этом отношении друг друга. И я это знаю по прежним временам, и сейчас, особенно в этом плане. Потому что то, что делается у нас на уровне межгосударственных отношений, надо, чтобы это и общественность развивала и поддерживала. В этом отношении, конечно, тюркам, коренным тюркам России есть что сказать и более активнее участвовать во всем этом.